Именно сейчас не лишним будет напомнить, каких результатов в социально-экономическом плане удалось добиться самому молодому субъекту России. Не было бы это возможно без стабильной общественно-политической обстановки. Мы уже много лет спим спокойно. За последние годы возвели десятки социально значимых, а кое-где стратегически важных объектов. 139 только по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии». Появились сотни новых рабочих мест. Все это для повышения качества уровня жизни населения. Мы благодарны вам. Хороший глава. Да. Дорогие друзья, я хочу от нашего общего имени поблагодарить за огромный свой вклад главу Республики Ингушетия, его администрацию, министра здравоохранения Республики Ингушетия. В этом небольшом видеоролике видно, какой мощный рывок в развитии сделала Ингушетия за последние 10 лет. Я считаю, глава республики на протяжении времени, которое он находится у власти, я имею в виду главу республики, сделано очень многое, по сей день делается. Вижу, как и я, наверное, и все видят, то, что в республике происходит положительное в строительстве, в экономике и в других отраслях республики Ингушетии. У республики дело мы хуже. Да, ребята, да, вот еще положение. Сегмерш вот. Ирин да, ребята, сексарах чувак видится хуже. Дело день каждый день тезет дровимек. Цасек цуж, цадеда доды церкви, что он говорит. Дерхана, серхана, цасек цуж, цадеда доды церкви. Хам алухаш цасек вацер. Цасек вацер хам алдухлухаш. Хан ялчи цунсара гранат хочу вацер. Цюнус бек вахат вечер, цус вушейшн лерги ахазатсу. Телевизор шахен ялчу. Аз нахбуабет бачен гелр. Шуашоти социалр. До того, как Евкуров возглавил Ингушетию, ее сотрясали сообщения об убийствах сотрудников МВД, известных общественных деятелей. От шальных пуль погибали мирные жители. В субъекте была сложная общественно-политическая ситуация, о которой на всю страну рассказывали печатные и электронные СМИ. Бомба, одна из которых была готова к взрыву, обезврежена в Ингушетии. Серия крупной спецоперации силовиков в Ингушетии. Там уничтожены 2 особо опасных преступника. Серию терактов, как говорят силовики, удалось предотвратить в Ингушетии. Крупный арсенал оружия обнаружен в Ингушетии. Когда в 2008 году к власти пришел Евкуров, жители Ингушетии попросили его об одном – стабилизировать обстановку в регионе, прекратить убийства сотрудников правоохранительных органов, общественных деятелей и похищение молодежи без суда и следствия. Газ говорил ласок. Делать автомат хотя бы арнял. То хотя бы автомат делать. Дальше делаем дочь. То есть ходами не вин. Аппарат не вин. За то время, которым он руководит, республика, это 10 лет, могу сказать, что человек ответственный, мотивированный на то, чтобы за отведенный ему срок сделать для нашей республики, для нашего народа максимум полезного, на что он способен, на что им позволяет ему те ресурсы, которыми он оперирует. Обычно людей судят по поступкам, поэтому вот эти поступки, изменения, которые происходят сегодня, мы все это наблюдаем. Работу Юнусбека Евкурова высоко оценивает и президент России Владимир Путин. Президент Ингушетии Евкуров – блестящий российский офицер и патриот России и своей малой родины Ингушетии. Заслужить уважение старших коллег, наверное, не так трудно, как добиться восхищения детей, стать настоящим примером для подражания. Самые маленькие жители республики знают и гордятся тем, кто ведет их в светлое будущее.
رسيزلار حزلق الدحسي بالقلب وحدش وسيتق أولش دربل دش غلغي قونخي غلغي قمن برشوغ بالبدالة نيس خياقا دال دولدغو توابز موخ توابز والحغالة هنسي بركل آلي وال. Сегодня республика занимает лидирующие позиции среди субъектов СКФО по многим показателям. Входит в первую тройку по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России. И самое главное, в Ингушетии продолжают учиться, строить, внедрять новые проекты и запускать технологичные производства. Будь то там дом культуры или там кафешка какая-то была построена, это было целое событие. Да, для республики это было целым событием. А сейчас у нас открываются крупнейшие объекты на Северном Кавказе. Вот это мы воспринимаем как обычное явление. Сегодня мы живем в мирной Ингушетии, а ведь 10 годами ранее на особые изменения в ситуации и не надеялись. Все то, что мы имеем, необходимо сохранить и приумножить. Объем проделанной работы по созиданию и процветанию родного края, как бы громко ни звучало, очевиден. Ведь факты говорят сами за себя. И сегодня, как никогда, нам всем необходимо сплотиться вокруг своего лидера и довериться ему. Ведь человек, который 10 лет работает для процветания нашей республики и во имя ее жителей, не может сделать необдуманных шагов, считают большинство жителей Ингушетии.